Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Чингисхан родился в Казахстане. Как СССР уничтожила историю тюрок-казахов». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. 9 августа 1944 года советское правительство выпустило постановление ЦК ВКП, в котором было приказано замалчивать где возможно, либо переписать историю тюркских народов во избежание поднятия национального духа тюркских народов. В СССР исторические тюркские земли составляли абсолютное большинство территорий, и поднятие национального духа тюрков было невыгодно ни Советскому Союзу, ни современной России. В связи с этим большую часть истории тюркских империй в СССР специально не изучалась, а то, что умолчать было невозможно, принято было подогнать под другие народы. Так историю скифов переписали под иноязычных народов. Это делал по приказу Сталина осетинский историк Василий Абаев, а империю Чингисхана принято было полностью переписать под современных монголов. Так как СССР был страной закрытой, то по первоисточникам с оригиналов никто не мог и не смел перепроверить данные советских переводчиков. Основным и наиболее полным первоисточником истории империи Чингисхана является сборник летописи Рашида ад-Дина. Рашид ад-Дин – придворный историк и визирь внука Чингисхана хана Хулагу. Хан Хулагу построил свое государство в основном на территории персоязычных народов, современный Иран, Афганистан. Поэтому придворные историки, в том числе и Рашид ад-Дин, писали на персидском языке. В 1952 году Академия наук СССР выпустила перевод на русский книгу Рашида ад-Дина «Сборник летописей». Так как вся книга была пронизана описанием тюркских народов и племен, да более откровенным утверждением Рашида ад-Дина, что монголы — это тюркское племя, вся книга, все разделы уже даже в оглавлении были посвящены тюркам, что к книге написали большое предисловие советского рецензента Петрушевского. Петрушевский откровенно предупреждает читателя о пресечении проявлений пантюркизма в СССР, в связи с чем переводчики сколько могли заменили понятие тюрок на монгол, а такое тюркское племя, как мугул, повсеместно назвали монголами. Зная о предвзятом отношении политиков СССР к тюркской истории, казахские и узбекские историки стали заново переводить первоисточники с оригиналов. В частности, выяснилось, что в книге «Зафарнаме жизнедеятельности Амира Тимура» указано присоединение московского улуса к государству Тамерлана после взятия Ельца. Московские князья согласились войти в состав империи Тимура, платить тому дань, а само государство Тимура называлось Туран. А теперь вернемся к Рашид ад-Дину и его книге. Помимо того, что монголы говорили по-тюркски, в книге было указано место рождения Чингисхана. Это поймы рек Бухтарма, Черный Иртыш и Курчум, а это Восточный Казахстан. Согласно книге, родословная Чингисхана ведется с этих мест еще с 7 века тюркского каганата. Там же была и столица империи Чингисхана Каракарум. В советском переводе книги Рашида ад-Дина на русский язык место проживания и рождения Чингисхана из тюркского рода мугул с берегов Иртыша перенесли в нынешнюю Монголию. В год выхода перевода книги Рашида ад-Дина, а именно в ноябре 1952 году, был издан приказ Совета министров СССР место рождения Чингисхана пойму рек Иртыша и Бухтармы затопить, создав Бухтарминское водохранилище. В истории еще такого не было, чтобы, желая скрыть историю какого-либо народа, затапливалась территория размером в 5490 квадратных километров. СССР это Вроде не полный, да, ролик получается, друзья. Но по поводу того, друзья, что запрещалось изучение именно тюркской истории, да, и она все переписывалась. Ну, это уже не первый ролик, который я смотрю, я это все вижу, различных многих роликов, эти факты подчеркивают и рассказывают. Но в нынешней, да, истории и такие каналы, как «Глазами истории», мы можем узнать настоящую правду, да, и увидеть, как все на самом деле было. Так что, друзья, кто хочет посмотреть различные вот такие исторические факты, да, подтверждения какими-то фактами или еще чем-то, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. А то, что Сталин делал, да, и то, сколько он убил своими руками мирное свое население,
Это очень ужасно. И, конечно же, я не знаю, есть люди, которые поддерживают Сталина. Просто мне интересно, за что вы его поддерживаете, почему вы на него такие в те времена или как надежды возлагали. Обязательно, может, в комментариях напишите, мне будет интересно почитать ваше мнение, что именно, почему вы так его любите и почему он вызывает такие восхищения. Не знаю, он сколько людей голодом морил, сколько народов убивал, сколько переписывал историю, переселял с мест на место людей, убивая их этим. Ну, это, друзья, печальная история, конечно же. Если кто-то, может, не знает или не видел эти видеоролики, есть тоже на канале «Глазами истории». Много где есть вот такие ролики, где исторические факты на самом деле рассказывают и показывают истинную правду, друзья. Вот так, друзья. Друзья, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Не забываем, друзья, подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Берегите себя, друзья. До встречи.